Депутат должен быть честным, порядочным и открытым для населения, слышать его чаяния и понимать, что он слуга народа, делятся голосующие. На 903-й избирательный участок они пришли выразить свою гражданскую позицию, к чему призывают и остальных. Депутат должен быть для народа, во-первых, в первую очередь, честным, справедливым. Разумеется, многие депутаты, наверное, и преследуют свои цели, но в основном депутат должен быть для народа, я считаю. Слуга народа. Так должен быть депутат. Каким будет, выборы пройдут, увидим. Обещают, все много обещают. А когда приходит, бывает результат, бывает разный. Депутат халвил суд хаттыш дыян. Сомнение аз ютер. Нех дыян лазер хутхош. Неха ишер хутхош. Неха дыян цаттан бол хамалады хош. Из шакдах дош дыян. Из хам ледер дош. Неха хажик болш дыян. Нех балах болш. Для своих целей дош. Лед сак халвилтос. Выбрать. Аз выбрать, я голосовать, нет. УИК расположился в 5-й школе. Члены избирательной комиссии, в основном работники Дома культуры, прошли курсы подготовки проведения выборов и имеют сертификаты на руках. На избирательном участке зарегистрировано более 2000 человек. В список вошли и голосующие, открепившиеся с мест регистрации. На сегодняшний день, конечно, явка намного активнее идут люди, очень много идут людей, голосуют, и в основном, я даже скажу, молодежь, и престарелые. У нас вот несколько было уже престарелых граждан нашего города. Мы, конечно, вручаем подарки этим людям. Молодежь, впервые голосующих у нас было уже человек 10. Но сегодня, так как выходной день, как праздник, люди идут и с таким настроением. Мне кажется, уже люди хотят что-то, какие-то изменения. Все-таки сегодня много из депутатов. Силами нашего Дома культуры мы даем хороший праздничный концерт, также выставки декоративно-прикладного искусства. Но стараюсь, чтобы сегодня люди все-таки получили настроение, взгляд, бодрость, и чтобы в будущем наша республика должна процветать. Организованность проведения выборов просто на высоте. Помимо общеизвестных антиковидных мер, безопасность на участке обеспечивают правоохранители. Так что если металлодетектор сработает, просто так через рамку не пройти. Дежурят волонтеры, медики, расклеены указатели, ведущие к раздельному выходу, и настенные справочные плакаты, с помощью которых каждый избиратель может ознакомиться с порядком проведения выборов. Ну а детей и лиц пожилого возраста без подарков не отпускают. А на выходе из участка избирателя ожидает настоящая концертная программа в исполнении сунжинского танцевального ансамбля «СД». Юные горянки плавно переносят зрителя на несколько веков назад. Если вспомнить, выборы были и в те времена, когда ингуши избирали старейшин от каждого рода. Проголосовал, теперь можно и закупиться натуральной продукцией от фермеров, притом по доступным ценам. Сельскохозяйственная ярмарка раскинулась у Дома культуры и собрала вокруг себя сотни горожан. Тикаш кашче без баши 70 доч ажбат. Ханже ярмарки он диары наха умпум хулиян. 40 рублей хабейта. На прилавках какая только продукция не представлена. Мясные и молочные изделия, овощи, фрукты и многое другое. Сливочное масло для ингушских потребителей привезла и Рузанна из Дагестана. Все секреты изготовления своей продукции Рузанна не раскрывает, а лишь делится некоторыми. Наше фермерское масло, производство Махачкала, сделано на натуральных молоке, на сливках. Клиентов очень много у нас, заказывают. 500 рублей килограмм. Вот это килограмм, да? Там больше, но мы делим. Кому килограмм, кому 2. Хорошее качественное молоко, хороших коров здоровых. Будет хорошее масло. Вот и весь секрет, да? Да. За килограмм пшеницы на ярмарке просят 10 рублей, поэтому и закупают несколькими тоннами, заранее приезжая на грузовых авто.
до 15-20 рублей дадись кило. Прямо с ярмарки мы посетили и участковую избирательную комиссию номер 905. Расположилась она в стенах МУП ЖКХ Сунжи. При входе обязательно надевают маски, дезинфицируют руки, измеряют температуру. Вся процедура голосования занимает не более 10 минут. Главное – определиться с выбором кандидата. Там, за ширмой в кабинке для голосования. Так поступили и мы. Благо регистрация позволяет. К слову, всего на участке зарегистрировано около 1500 избирателей. Явка очень активная. Избиратели прям с интересом идут голосовать. В этом году даже нам самим интереснее работать, хотя работы больше. 3 бюллетеня, 3-уровневые. Комиссия с удовольствием работает. По комиссии у нас 9 человек. Первый день явка, хоть и рабочий день был хороший. Вчера выходной был, тоже явка была очень хорошая. Хусейн Ведзижев, член общественной палаты, пришел проголосовать за выбранного кандидата в депутаты. С тем же призывом обращается и к своим землякам. Это волеизъявление народа Республики Ингушетия и Российской Федерации. Депутаты, которые мы сейчас выбираем, они все полностью должны отдать чаяния и переживания граждан Республики Ингушетии. Депутаты – это слуги народа. Избранники, слуги народа, которые должны защищать интересы граждан и Республики Ингушетия, и Российской Федерации. Выборы депутатов в Государственную Думу и в региональный парламент – событие по праву можно считать историческим и судьбоносным, подчеркивают общественные наблюдатели. Поэтому и важно, чтобы проходили они без каких-либо нарушений. За 3 дня проведения выборов мы наблюдаем, не было никаких нарушений. Люди приходят, голосуют, исполняют свой гражданский долг. Все проходит в штатном режиме. В заключительный день голосования избирательные участки республики также работают до 8 вечера. Адам Мережков, Хасмагомед Майсигов. Новости 24.